Вспомним хадисы пророка, алейхиссаляту вассалям, об омовении, вуду. По-арабски называется вуду от слова дау. Дау – это свет. Почему? Потому что вот это омовение, которое мы здесь делаем, иншаллах, в судный день материализируется и будет в виде света, иншаллах. По этому поводу несколько хадисов. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه الشيخان البخاري ومسلم. Имам Бухари и Муслим передали хадис от Абу Хурейры, которым он сообщил: «Я слышал посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорящим», или он часто говорил такие слова, что моя община будет призвана в судный день гурран мухаджалин. Гурран мухаджалин переводится как с точками, с звездочками от последствий омовения. Вот, ну, нам этот пример, конечно, трудно понять, но вот арабы в то время занимались скотоводством. У них были табуны лошадей, табуны верблюдов. Вот, и среди, например, табуна лошадей, если будет та лошадь, у которой на лбу или на ножках есть белые такие звездочки, это считался особый конь, особое животное. И он был узнаваем среди толпы, среди табуна. Что-то подобное, Аллаху а'лям, будет и в судный день, людей будет очень много, они будут кишить, как саранча, как мотыльки, и вот так вот в таком хаотическом положении находиться. И последователи Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, которые брали тахарат, результатом этого аthар, последствием этого будет то, что они будут отличаться от других людей, ну, как бы говоря современным языком, светом, и будет понятно, кто есть кто. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ. Кто из вас может увеличить этот уровень или степень этой выделенности, то пусть это делает. И Абу Хурейра, передатчик этого хадиса, говорит, после того, как я этот услышал хадис, я руки стал мыть не до локтя, а до плеча. Да.